Александр Комаров, наш коллега, журналист, воин. Вспоминаем героя, настоящего мужчину. Лисичанск, город-побратим в Луганской области, как татарстанцы заново отстраивают и восстанавливают его после разрушительных обстрелов. Специальный репортаж с места событий. День рождения Габдуллы Тукая и день родного языка. О каком недуге предупреждал нас поэт. Люди, события, явления, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Если мы глобальные компании такие будем развивать, нам дорога открывается весь дружественный мир. Наш сосед – это лучше, чем какой-то заокеанский гость и друг. Новые рынки, новый вектор развития. Есть ли альтернатива западным рынкам? Уже зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 21 человек. Обязательно шлем, перчатки, одежда, защиты. Мотосезон открыт, о чем важно помнить всем, и главные ошибки на дорогах. Здравствуйте, Добрая Казань, слушаю вас. И основное наше направление сегодня, и основная наша цель – это стремление к цивилизованному, инклюзивному рынку труда. Добрая Казань. Для кого, для чего и как рождаются новые смыслы? Начать эту программу я бы хотел с поздравления Акбарсу. Прежде всего, конечно, Зинтуле Хайдаровичу, всему руководству команды, тренерскому штабу, игрокам клуба с блестящим сезоном и достойным его завершением. Вы для нас чемпионы. Мы уступили в равной борьбе очень сильному сопернику. И, конечно, Казань была достойна 4-го Кубка Гагарина, но, видимо, не в этот раз. Вы все видели сами, все решалось в 7-й игре серии, в которой сопернику повезло чуть больше, чем нам. Такое бывает в спорте, в хоккее. В такой ситуации сказать «не надо расстраиваться, у нас все впереди» очень трудно, но нужно. Спасибо команде соперников за игру и наши поздравления команде и главному тренеру. Еще раз, самые искренние слова благодарности. Вы молодцы и герои. А болельщикам не унывать, Акбар себя еще покажет, как показал в этом сезоне. Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Акбарса и Зинтулу Хайдаровича Белеледдинова за сезон. Он разместил пост в своих соцсетях. Там есть такие слова. Вы лучшая команда. Спасибо вам за сезон, ребята. К другим темам. Мы продолжаем знакомить вас с людьми, которые живут и работают в зоне проведения специальной военной операции. С татарстанцами, которые добровольно решили помочь жителям новых российских территорий возвращаться к мирной жизни. Журналисты нашей программы все видели своими глазами, получили информацию на месте из первых уст. Сегодня мы расскажем о том, как сегодня живет Лисичанск, город в Луганской республике, который по поручению президента страны предстоит восстанавливать татарстанцам. Представители нашей республики живут и работают в этом городе с июля 2022 года, практически сразу после его освобождения. С тех пор только под эгидой «Единой России» при поддержке предприятий, общественных организаций, муниципальных и республиканских властей в Лисичанск было отправлено более 80 грузовых машин с гуманитарной помощью, продуктами, бытовой химией, хозяйственными товарами, стройматериалами. Более 1100 тонн груза. А ко Дню Победы в ЛНР отправлено 20 тысяч георгиевских ленточек. Специальный репортаж Зуфара Давлетшина, Андрея Ключникова и Эмиля Бегова. Обычная картина для переходящего из военного в мирное положение Лисичанска. Здесь привыкли к тому, что вместе с пением птиц постоянно слышны разрывы. И по звуку определяют, с какой стороны заработала артиллерия, ждать ли прилета или спокойно идти дальше, определив, опять же по звуку, что сработала наша система противовоздушной обороны. Не сочтите за сарказм, но вот такая вот достопримечательность Лисичанска. Жители города к такой картине привыкли. Это они видят в разных частях. В парке, на тротуаре, на детской площадке много стало упавшего с неба металла. Еще одна привычная картина для жителей Лисичанска, шокирующая приезжих. Захоронение прямо в городе. На улице, в сквере, во дворе. Хоронили там же, где человек погиб, иногда не дожидаясь окончания обстрела.
Ну сколько ж можно то уже бомбить? Ладно, у нас достает, ну не так часто, но все равно вот последний раз 4 человека. А Донецк, ну сколько можно ее гатить? Это вообще уже. Ой, выбрали. Сыпят проклятия местные жители в адрес тех, кто, уходя из города, решил сжечь церковь, разрушить памятник воинам Великой Отечественной. Уходившие антироссийские войска погасили вечный огонь, но людей не сломали. Возродили вечный огонь в памяти уже не только по тем, кто погиб здесь 80 лет назад, а еще и по современным освободителям, погибшим на этой земле. Мы продолжаем восстанавливать наш город, который за нами закреплен. Сейчас уже в городе появилось 100% газ. Частично появилась вода, частично появляется свет. Восстановили памятник Клименту Ворошилову, уроженцу этого города. Вернули на место тот памятник, который нацистами был снят, чтобы эта память жила в наших сердцах вечно. Небольшой городок, примерно в 100 километрах от Луганска. Около 100 тысяч человек населения было когда-то. Был крупным промышленным центром, железнодорожной станцией, работали когда-то нефтеперерабатывающие, стекольные, машиностроительные и еще несколько заводов и фабрик. Главным же, конечно, была добыча угля. Лисичанск считают колыбелью Донбасса. Именно здесь была построена первая шахта в конце 18 века. Об этом нам говорит вот этот вот памятный знак. И именно отсюда началось развитие всего Донецкого угольного бассейна. По легенде, еще Петр I в конце 17 века обозначил, что сей минерал потомкам будет полезен. А ровно через 100 лет, в ноябре 1795 по указу Екатерины II, здесь была построена первая шахта. Музей здесь был, посвященный истории развития угольной промышленности в этих краях. Неоднократно сюда прилетало. Снаружи здание музея относительно уцелело. Много экспонатов тоже осталось. Не разграбили, не растащили, не использовали на дрова. Сохранили. Напротив Дом культуры, постройки сталинской эпохи. 70 лет простоял. Теперь только остатки гардероба и лепнины на стенах и колоннах напоминают, что был здесь когда-то очаг культуры. Все предстоит восстанавливать, а люди стали возвращаться, несмотря на то, что с водой, теплом и электричеством проблем еще немало, но они решаются. И люди остаются в своих чудом уцелевших квартирах в не совсем уцелевшем доме и ходят за водой на дорогу. И для питья, и для мытья, пока только такой источник. У каждого квартала свой график, то есть кому-то по пятницам привозят, кому-то по средам, кому-то по воскресеньям. Вот если, например, в пятницу на работе, вот, у меня среда выходная, я поменяла среду на пятницу ради того, чтобы набрать воды. Они когда первым сюда приезжают, ладно. А когда где-то ж люди понабирали, тем более люди в город возвращаются, людей больше становится. Возвращаются люди все-таки, да? Да, много людей повозвращаются. У меня среди моей хатки никто не выкурит. Я здесь жила, живу и жить буду. И фиг я отсюда туда уеду. Каждую неделю к нам заходят большие гуманитарные конвои, благодаря которым поддерживается мирная жизнь. И то же самое происходит восстановление города за счет материалов строительных, различных продуктов питания. То есть жизнь в этом городе тихо-тихо ставит на верные рельсы, и уже видно большие изменения. Но не нравятся эти перемены тем, кто сбежал из города. Пытаются запугать людей, не бросивших эту землю. Разрушен кулинарный лицей, медицинские учреждения бомбят регулярно. Вот, к примеру, был Центр контроля и профилактики заболеваний. На автобусную остановку, в больницу – это одни из последних прилетов на тот момент, когда мы были в Лисичанске. Это не госпиталь, это больница, в которой лечатся мирные жители. Средь белого дня это был прилет в районе обеда. Было 3 выстрела, вот один попал именно в верхний этаж больницы. Кирилл Булатов из Альметьевской детской больницы приехал сюда во 2-й раз, добровольно, по своей инициативе. Был в конце прошлого года и снова решил помочь коллегам и жителям. Возможности людям жить спокойно еще нет, линия фронта достаточно рядом, врачи не возвращаются пока что, да, некоторое время они ждут, и помощь там действительно очень нужна.
Плюс сейчас тепло пришло, детишки многие возвращаются. Если я, когда приезжал, было где-то, по некоторым данным, 2200 детей, то сейчас уже больше 2500 детишек находятся в Лисичанске и пригородах Лисичанска. Его коллеги из Татарстана помогают осматривать детей в Луганске и ближайших окрестностях. Здесь уже мирная жизнь, не слышно разрывов, люди ходят спокойно. Но в гостиницах мест нет, много людей приезжает помогать восстанавливаться. И десант врачей нашей республики в Луганскую здесь уже не первый. Более 100-120 детей мы ежедневно осматриваем. Это проблемы офтальмологического профиля, потому что это в настоящее время она никуда не денется, потому что везде гаджеты, да, даже и здесь. И проблемы со зрением у детишек на первом плане. Вторые, это, конечно же, болезни органов дыхания и эндокринной системы, так как питание у всех также нарушено. Ну и, конечно же, самое страшное, то, что на 4-м месте где-то у нас идут расстройства психической сферы. Медицинский десант из Татарстана бытовыми и трудовыми условиями доволен. Привезли, говорят, с собой все, что могло пригодиться для автономной жизни, но не пригодилось. Мы только один небольшой винтик в той машине, которая работает на то, чтобы восстановить эти территории. Хочется сказать огромное спасибо всем остальным волонтерам, которые работают, потому что мы едем по трассам, мы видим огромное количество машин с гуманитарной помощью, с разными волонтерскими организациями, которые занимаются различными делами: восстановлением дорог, инфраструктуры, поддержанием местных жителей, психологической помощью. Была одна девочка, меня впечатлила, ей, видимо, не хватало внимания, она приходила к некоторым врачам, включая меня, и обнималась, прям вот настолько они тепло нас встречали, прям подходила: так можно вас обнять? Я говорю, конечно, было очень приятно. Буквально неделю на раздумье было, и я сразу же на работе быстренько уволился, все дела свои оставил, собаку пристроил, и все, алга, как говорится. И о том, как живут и что чувствуют бойцы добровольческих батальонов от Татарстана, в наших следующих программах. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов. 7 дней из Луганской республики. Победу добывают только в тяжелых и доблестных буднях и в жестоких сражениях на поле боя, где у нас тоже есть свои герои, настоящие мужчины и воины. В субботу мы простились с нашим коллегой, известным журналистом Александром Комаровым. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции. Блестящий журналист, который не имел профессионального образования, обладающий тонким чутьем и образным мышлением. Для очень многих людей он прежде всего запомнился человеком с большим сердцем. Александр начал карьеру корреспондентом на телеканале НТР, затем был ведущим новостей, возглавлял отдел производства программ. Последние годы он занимался поисковой работой и пропускал все через себя. Истинный патриот своей страны, он очень хотел восстановить имена героев Великой Отечественной войны и воспеть подвиг российского народа. Может быть, именно поэтому он отправился добровольцем в составе батальона «Алга». И так и не вернулся. В начале февраля он пропал без вести. И все это время в воздухе мерцала надежда. А вдруг нелепая ошибка? Все ждали и надеялись, искали и проверяли информацию, пока известие о гибели бойца не подтвердилось. Последний путь Александра Комарова провожали всем Нижнекамском. Ему было всего 37 лет. Новости на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. Не вспоминают о нем и в милиции. Никакого дела там заводить не стали, а просто выписали отказной материал. Этот цикл программ посвящен тем людям, кто возвращает солдат с той страшной войны. И он должен перенести вас в то время, где героизм соседничает со смертью, и смерть находится рядом с героями. Некоторым из этих записей уже больше 10 лет. Его жизнь будто новостная лента, которая словно не имела начала и, казалось, не имела конца. На связи 24/7 с 2007 года. Еще недавно в интервью он делился откровениями, что если повернуть голову назад, он пришел в профессию мальчишкой, чтобы помочь не на камеру, а на самом деле. И если какая-то проблема решалась с твоей помощью, не прям чтобы материалом, а вот конкретно ты мог позвонить кому-то и решить проблему до выхода материала, не показывая это, показывая потом в итоге, но еще до выхода решить проблему. Вот это было, да, это было интересно, это было не трогательно, но ради этого стоило работать. И ежедневно, откровенно говоря, по такому бездорожью жители деревни ходят в соседнее село в магазин, потому что своего здесь нет. Но он был мастер стендапов.
То есть это был человек, который мог в любом месте найти что-то интересное, пройтись почему-то, там прыгнуть с парашютом, не знаю, залезть куда-то, что-то там съесть в кадре. Его очень любили телезрители. Он обладал просто каким-то фантастическим обаянием, и даже если он как-то на какое-то время пропадал с экранов, ну, там в отпуск уезжал, там на раскопки на свои, то у нас начинался просто шквал звонков, бабушки звонили, спрашивали, где Саша, как Саша, почему он вот на экране, и ждали всегда. В нескончаемом потоке пришедших сложно различить самых близких и тех, кому он когда-то помог, кто просто был знаком или видел по телевизору. Глаза, уши и, конечно, голос и лицо татарстанского телевидения. В последнее время он больше был за кадром и не боялся этого. Готовя репортаж к эфиру по гастрономической аналогии, больше внимания уделял не основному блюду, а, как сам говорил, соусу. Считал, что события недостаточно просто пересказать. Важно понять их изнутри. Очень трудно говорить о нем в прошедшем времени. Оказался настоящим мужчиной, настоящим человеком, семьянином, патриотом. Горжусь тем, что знакома была с ним. Очень тяжело. Он мне запомнился парнем открытым, инициативным, неусидчивым. Его нельзя было не заметить. Он стал первым от нашей отрасли, который пошел на специальную военную операцию. Его провожали не только нижнекамские, но и всей отраслью. Мы преисполнены гордостью за Сашу, то, что он стал для нас, для всех, олицетворением того парня, которого мы читали с детства в учебниках, про героя. А потом его затянул поиск. Он ездил с поисковым отрядом «Нефтехимик» по боевым полям Великой Отечественной. Не просто как журналист, как волонтер, как непосредственный участник движения. Искал, находил, снимал фильмы. А главное, пытался пронести мысль о том, что ничего не забыто. Некоторые удивленно спрашивали, ну сколько можно? И он отвечал, столько, сколько еще безымянных солдат покоится в этих безымянных болотах. Поисковики наткнулись на вот такие вот камни с металлическим напылением. А ведь лежали они на глубине 1,5 метра. В общем, саперный щуп в этом деле вещь незаменимая, но и им нужно уметь пользоваться. Он привлек в поиск своего давнего другу и коллегу-оператора. Рафаэль теперь надеется продолжить дело, но понимает, так как было, уже не будет. Меня удивляло, как его хватает и отдаваться полностью. Он не просто, то есть сделать материал — это очень большая работа ведь. И он даже, несмотря на это, он сам, как говорят, там лес и копал, и поднимал, и бойцов, и вся, наверное, жизнь моя вот с Сашкой, когда мы были вместе, это один большой случай. Я прекрасно понимал, что ему будет очень тяжело там, но отговорить его было невозможно. Может, именно поэтому он решил стать добровольцем и отправился в зону СВО. Ему сказали ждать, но он настаивал. Решение было не спонтанным, скорее осознанным и прожитым внутри себя. В голове всегда были мысли, что да, что-то происходит, и как-то внести свой вклад для победы. Ну и вот, собственно, когда была объявлена мобилизация, вот тогда уже, наверное, в голове такая мысль проскочила, что вот тот момент, когда страна действительно просит народ, что нужно помочь. Я пошел в военкомат. Он понял, что все, что ему надо из бытовых нужд, все это есть у него, как у поисковика. Шутил. Главное захватить волю и смелость. Сказал, что не боится. Добавил, что это нетрудно. Самое сложное будет смотреть на фотографию жены и дочери. Ребенок дал там мягкую игрушку. Есть фотография жены с ребенком. Всегда в кошельке. Вот. То есть я ее не выкладываю. Да, всегда с собой. На нашей кухне висят 3 фотографии, которые я делала ему на день рождения. На них написано: превосходный муж, лучший телеведущий, передовой поисковик. В первую очередь он был не просто хорошим мужем, другом, единомышленником моим. Он был моей душой. Они были вместе 4 года, он воспитывал приемную дочь. Но за это время они объездили пол России. Саша был быстрым, резким авантюристом. Мог собрать вещи за секунду и уехать на край света. Когда он уходил на специальную военную операцию, он сказал мне: я хочу, чтобы у Евы был не просто папа, чтобы у нее был папа-герой, чтобы она гордилась мной всегда. Так и будет.
В феврале Александр Комаров пропал без вести. Кто бы знал, он искал затерянных бойцов, теперь искали его. Но чуда не случилось. На руинах под дождями из слез, как и прежде, остался лишь след воспоминаний. Эмоционально устал от этого внимания. Я же ничего геройского-то не совершил. А отношение уже такое. Но увидимся здесь, значит. Мы же все-таки туда не умирать едем. Диляра Юсупова, Роман Безменов, 7 дней. Россия побеждает уверенно и спокойно, хотя и не без сложностей и потерь. Запад терпит неудачу и теряет контроль. Конечно, если вы проанализируете западную прессу, западных экспертов, таких заголовков и выражений вы не встретите точно. Скорее услышите, что Россия в изоляции, санкции действуют или когда-то подействуют. Еще с десяток реально пропагандистских штампов про ось зла, дипломатов-шпионов и так далее и тому подобное. Я предлагаю вам не верить всему на слово, а обратиться к объективным фактам. Первое. К вопросу об истерике Запада. А как еще воспринимать эти безобразные дипломатические демарши европейцев, которых становится в последнее время все больше и больше? Без объяснения причин не пропустили раиса Татарстана Рустама Минниханова в аэропорт Кишинева, куда он прибыл, чтобы затем проследовать к своим гагаузским друзьям-партнерам для участия в Международном конгрессе дружбы народов. Вопиющий случай в Польше на этой неделе, связанный с изъятием денег со счетов российского посольства и торгового представительства. Высылка наших дипломатов по надуманным предлогам в Германии и в Швеции. Отказ в выдаче виз российским журналистам в США. Продолжать можно долго, и все это свидетельство на самом деле слабости и трусости западных элит. Они проигрывают, не зная, чем ответить, и оттого делают реально неумные, отчаянные шаги. Второе. Запад стремительно теряет свое влияние в мире, так называемая мягкая сила уже не действует. Посмотрите, как западных политиков и политологов задело высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, высказанное на этой неделе в ходе открытых дебатов в Совбезе ООН. А что, собственно, сказал Сергей Викторович? Посоветовал западному меньшинству вести себя прилично и уважать мнение и интересы других членов мирового сообщества. Наш министр, если вдуматься, пусть жестко и уверенно, но констатирует объективно складывающуюся реальность. Запад и его русофобская коалиция – это меньшая часть мира. С такой постановкой вопроса вынуждены мириться даже британские аналитики. Они недавно провели соответствующее исследование и выявили, что с позиции экономической мощи и численности населения коалиция западных стран и прикнувших к ним сторонников включает не больше трети мира. Конечно, вся эта ситуация требует от нас изменения подходов во внешнеэкономической деятельности России. Сказать, что это слом всей нашей внешней политики, на мой взгляд, неправильно. Мы сами не рвем связи, не отказываемся от сотрудничества, в том числе и с Западом. И, конечно, вынужденно реагируем на недружественные шаги, но не закрываем дверь полностью. Республика Татарстан сегодня сотрудничает с более чем 150 странами. Только в прошлом году Минпромторг совместно с Торгово-промышленной палатой республики и другими ведомствами организовал более 220 международных мероприятий. В этом году эта работа продолжается. Наши стратегические партнеры и самые результативные проекты реализуются в содружестве со странами СНГ. На этой неделе представительная делегация промышленников и бизнесменов из Татарстана, которую возглавил Рустам Минниханов, провела несколько насыщенных дней в Узбекистане. Раис Татарстана встретился с первыми лицами Узбекистана. В городе Джизак наш Химград запустил второй свой технопарк в этой республике. А в Ташкенте наша делегация приняла участие в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Подробности в нашем репортаже. Исключительно добрые намерения и позитивные эмоции. И ведь не скажешь, что раньше было по-другому. Визиты в Узбекистан, что российской делегации, что татарстанских промышленников всегда были по-своему успешными. Другое дело, что и мы, и наши партнеры-узбеки в голове всегда держали, скажем так, альтернативные варианты. На случай, если что-то не срастется. Сегодня, по крайней мере, у нас часть вариантов уже точно не вариант. Зато есть возможность более детально присмотреться к нашим старым новым партнерам. Присмотреться и сразу отметить, что, например, узбекская легкая и текстильная промышленность одна из лучших в мире. А узбекский автопром не просто жив, а вполне себе конкурентоспособен даже на фоне европейских, корейских и китайских компаний.
В свою очередь, нашим друзьям в Узбекистане мы можем наглядно показать, что татарстанские вертолеты – это качество и надежность. Ансат у нас есть. Вот это вот такой вот Ми-38. В республике производим 100 вертолетов. Татарстан готов работать с Узбекистаном по всем направлениям. КАМАЗы, бытовая химия, продукты питания, все, что касается нефтехимии, энергетики. Компания «Таткабель» уже открыла для себя рынки Центральной Азии. Об этом рассказали на выставке раису Татарстана Рустаму Минниханову и хакиму Ташкентской области Узбекистана Заиру Мирзаеву. 20 апреля 2023 года вышло постановление президента Республики Узбекистан о создании индустриального парка. Никакие санкции и неуклюжие рестрикции Запада не могут помешать бизнесменам Узбекистана и Татарстана работать на взаимовыгодной основе. Более того, все искусственные преграды еще больше сближают нас, а бизнес всегда найдет пути для обхода таких санкций. И я даже не про параллельный импорт. Вот технопарк «Черчик», который под кураторством нашего Химграда был открыт в Ташкентской области в марте 2022 года. Сегодня здесь работают 34 компании-резидента, годовой оборот больше 200 миллионов долларов. Татарстанских резидентов 9, но интересно, что сейчас к российско-узбекскому проекту намерены примкнуть немецкие и корейские компании. Значит, выгодно. Основной эффект – это расширение базы для наших предприятий татарстанских. Наши предприятия не переносят туда производство, они расширяют производство. Сначала, конечно, финишные стадии производятся на рынке Республики Узбекистан. Если эти проекты будут успешными, то, конечно, степень локализации на этих рынках будет развиваться. Если мы начинаем много продавать в какой-то другой стране, в каком-то другом регионе, зачем логистические затраты нести? Давайте взращивать глобальные татарстанские компании. Пусть они развиваются в других регионах своим производством, пусть в других странах. Если мы глобальные компании такие будем развивать, нам дорога открывается в весь дружественный мир. Черчик стал своеобразным плацдармом для выхода татарстанского бизнеса на узбекский рынок, а сейчас уже в рекордные сроки запущен новый проект Химграда в содружестве с узбекскими партнерами в городе Джизак. Решение о строительстве нового технопарка прошлой осенью принималось на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность между Рустамом Миннихановым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. При личной встрече Рустам Нургалиевич еще раз поблагодарил руководителя Узбекистана за поддержку всех проектов республики в Узбекистане. Отдельно раис республики остановился на теме взаимодействия России со странами исламского мира. В этом году решением президента России Владимира Путина Международный экономический форум «Казан-форум» получил федеральный статус. На форуме очень ждут и делегацию из дружественного Узбекистана. Мы здесь реализуем ряд таких серьезных проектов. Сегодня мы были в Джизаке, новая индустриальная площадка. Это вот прекрасный проект по развитию бизнеса. Второй проект очень такой перспективный. Это филиал Казанского федерального университета. Вот сегодня мы видим, это уже совершенно другое учебное заведение. Симуляционный центр по медицине. Современнейший мирового уровня. Ряд проектов нефтехимии, нефтепереработки мы прорабатываем. Ну и задачи, которые поставил уважаемый президент в части создания индустриальных площадок на ВАИ и в Бухаре. Кадры встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым наглядно показывают, что наши республики связывают нечто большее, чем просто деловые связи. С Узбекистаном Татарстан связывает и прочные культурные связи. В стране проживает более 300 тысяч татар, а в Казани обучается свыше 4 тысяч студентов из Узбекистана. Экономические показатели сотрудничества, товарооборот тоже растут, и эксперты больше обращают внимание не на фактические цифры, которые измеряются сотнями миллионов долларов, а на динамику. Посмотреть, если оборот какой у нас был с Белоруссией, с Азербайджаном, с Узбекистаном за последние годы, мы выросли с каждой страной в 2 раза. Это говорит о том, что наш сосед – это лучше, чем какой-то заокеанский гость и друг. Зачем нам бессмысленно стучаться в закрытую дверь западных партнеров, когда наши друзья из Беларуси, Узбекистана, Туркменистана, других стран Азии, Турции, Китая, Индии, исламского мира хотят и готовы к сотрудничеству? На этой неделе в Казани, в Корстане с огромным успехом прошел Татарстано-Азербайджанский деловой форум. Я бы все-таки говорил об инвестиционном сотрудничестве и о кооперации. Потому что вот сейчас, вот, например, проект обсуждается сборки КАМАЗов в Азербайджане. И это тоже очень потенциал большой, да, потому что Азербайджан заинтересован в своих грузовых автомобилях. Нас с братьями нашими татарами ни одна ситуация не может отделить. Для этого я желаю удачи, благополучия и Татарстану, и Азербайджану. И те темпы
с которыми не просто принимаются решения, а реализуются проекты в Узбекистане, который тоже имеет огромный потенциал. Мы говорим про те страны исторические, которые относились к шелковому пути. Просто нужно вернуться обратно в свои истоки и использовать весь тот огромный потенциал не просто там братских народов, а мудрых народов, которые действительно будут и двигают прогресс во всем мире. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим через пару минут. Смотрите далее. Здравствуйте, Добрая Казань, слушаю вас. И основное наше направление сегодня, и основная наша цель – это стремление к цивилизованному, инклюзивному рынку труда. Добрая Казань. Для кого, для чего и как рождаются новые смыслы? День родного языка и 137-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая отметили в республике 26 апреля. С праздником татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Раис республики отметил, творчество Тукая, воплощение родного слова, яркий пример гармоничного сочетания национальной самобытности и братского единения с другими народами нашего Отечества, почитание традиций и стремление к новым достижениям в духе времени. Сам праздник традиционно начался с возложения цветов к памятнику Габдулле Тукая. С охапкой красных роз к подножию монумента пришли раис республики Рустам Минниханов и государственный советник Минтимер Шамиев. К торжественной церемонии присоединились председатель комиссии по родным языкам Марат Ахмедов и мэр Казани Ильсур Медшин. В сквере имени великого сына татарского народа собралась вся татарская интеллигенция и общественность. Еще одна традиция в этот день – встреча Раиса Татарстана с представителями творческой интеллигенции. Обсудили насущные вопросы. По предложению татарстанских ученых в Казани отметят юбилей основоположника средневековой татарской литературы Кулгали. На Баумана появится музей татарстанской науки, а на адресной табличке нанесут QR-коды. В Татарстане может появиться производство теплозащитной краски, а также начнут применять кремниевые удобрения. Перспективный проект обсудили на заседании Совета Татнефтехим Инвестхолдинга. Его провел Рустам Минниханов. Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с наступающими праздниками, Днем весны и труда и Днем Победы. Лучшим были вручены госнаграды. Их получили 50 татарстанцев самых разных профессий. С Днем весны и труда татарстанцев поздравил и Фарид Мухаммедшин. Благодаря созидательному труду нескольких поколений наших земляков Республика Татарстан превратилась в самодостаточный регион с многовекторной экономикой, мощным научным и культурным потенциалом, прочными демократическими традициями, современной нормативно-правовой базой. Сегодня мы по праву гордимся тем, что входим в число наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, говорится в поздравлении председателя Госсовета Республики. Международный экономический форум в России «Исламский мир» Казан-форум станет, пожалуй, самым масштабным за всю историю проведения. Уже зарегистрировались 2500 участников из 65 стран. Об этом сообщили на заседании Федерального оргкомитета форума. Его провел вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Детально обсудили, как идет подготовка. Рустам Минниханов заверил, все должно пройти на самом высоком уровне. Дорожная отрасль страны переориентируется на южное и восточное направления. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Оно также прошло на Казань-Экспо. Участие принял и раис республики Рустам Минниханов, а также руководители других регионов страны. 300 дней остается до первых в истории человечества игр будущего. Они пройдут в Казани в 2024 году. Обратный отчет запустили в Москве и Казани раис республики Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В церемонии приняли участие тысячи людей. Это именитые спортсмены, любители киберспорта, жители городов. Их приветствовал Владимир Путин. Посевная в республике в самом разгаре. О ходе работ доложили на республиканском совещании. Его провел Рустам Минниханов. В апреле выпало всего 5 миллиметров осадков при норме в 30. Тем не менее, засеяли уже 60% от плана. Также на совещании подвели итоги весенних сельхозярмарок. – 26 апреля мы отметили день рождения великого сына татарского народа Габдуллы Тукая и День родного языка. Как всегда, по доброй традиции, по Татарстану прошли десятки мероприятий. Самые важные и значимые – вручение Тукаевской премии, День поэзии, фестиваль «Минтатарша Селяшем», возложение цветов к памятнику поэту в Казани и в Москве. Обладателями главной премии в области литературы и искусства стали Наиля Кумысникова за серию декоративных панно, посвященных национальной теме и выполненных в технике кожаной мозаики. Шавкат Сибгатуллин за сборники стихов. Фердавис Ханов за значительный вклад в развитие отечественной и татарской национальной культуры в области архитектуры и градостроительства.
До сих пор не утихают споры, кто достоин и кто остался без престижной премии. Злоба некоторых доходит до абсурда. Великий и непревзойденный Тукай в своих стихах не раз признавался. Он терпит злобу, подлость и гнусность людей. Они словно палкой тычут мое назойливое тело. Но больше всего меня выводят из себя глупцы, которые вынуждают кричать и плевать то и дело, писал поэт. Такой был Тукай, горячий правдорубец, который не любил прятаться за красивыми словами. Именно острием своего пера он поражал самые болезненные точки общества. Он пытался не просто вырвать эту язву, он пытался найти лекарство от наших болезней. Но, увы, волшебных пилюлей не бывает. За последние столетия смогли ли мы побороть наш недуг? Что бы сказал сегодня нам Тукай? Смог бы простить он наши ошибки и прегрешения? Народу, для которого его нежный и печальный саз, язык поэта, уже не кажется таким родным и близким. Ильзира Юзаева продолжит. В 60 километрах к югу от Уфы в Ургазинском районе Башкортостана находится старинная татарская деревня, история которой восходит аж к началу XVIII века. Человека, который первым вступил на эту землю, звали Тукай. Он был ясачным татарином и к большой поэзии наверняка не имел никакого отношения. По крайней мере, в истории деревни данный факт не значится совсем. И все же тезка великого поэта, появившийся на свет за несколько столетий до его рождения, так или иначе, своим звучным и родным для каждого татарина именем увековечил его память на этой земле. В нашей деревне родились многие знаменитости. Одна из них – Марьям Резяпова, первая женщина-врач среди татар. В нашей деревне также родился генерал советской армии Якуб Чанышев. Известно, что Галимжан Ибрагимов перед тем, как поступить в медресе Галия, учился здесь, у нас. Это новая техника, называется пластинография. Видите, эти бабочки снимаются. Когда-то в большой деревенской школе, где преподавание даже велось на родном татарском языке, обучались свыше 300 детей. Проблемы демографии не обошли их стороной. Снижение уровня рождаемости, отток населения, деревня стареет, население уменьшается и похоже, что уже не в силах справиться с ворохом проблем. Сегодня в деревенской школе учатся около 80 человек. Больше половины из этого числа дети из самого Тукаева. Другая половина из соседних деревень. Но почему-то в тукаевской школе родной язык, отца и матери язык не слышится вовсе. Мне, честно признаться, очень стыдно, что в деревне, которая носит имя великого Тукая, не преподается родной татарский язык. В нашей школе сегодня преподаются русский язык, английский, немецкий, башкирский. Среди этих 4 языков татарскому языку не осталось места. С 2018 года, с момента принятия поправок к закону об образовании, которые дали право родителям выбирать родные языки, в Тукае отказались от языка Тукая. Вот уже долгих 6 лет дети татарской национальности, а таких деревней как минимум человек 40-50 в школе не изучают ни родной татарский язык, ни родную татарскую литературу, ни одного учебного часа. Хотя у школы есть все возможности для преподавания. Учитель татарского языка с высшим образованием, который специально заканчивал вуз в Уфе, работает в этой же школе учителем физкультуры. Где она, эта правда жизни? У кого искать справедливости, если этот выбор они сделали сами? Народу, некогда воспитавшему генералов, встать на защиту своих законных прав, может, просто не хватило духа? Эта ситуация нас очень беспокоит. Сердца наши горят. В татарской деревне не изучается татарский язык. Якобы много детей из других деревень приезжают учиться. Резко против, но эйтерми. Бик зургана тауш был, которые родители хотели, которые не хотели, но, по-моему, все равно заставили подписать. Результат очевиден. Сейчас даже маленькие дети не говорят по-татарски.
Сегодня Республика Башкортостан после Дагестана является одной из самых многонациональных республик в России. Именно здесь, в условиях этой многонациональной, многоязыковой палитры, проживает и около 1 миллиона татар. По крайней мере, такие данные были собраны в последнюю перепись населения. Есть районы с преобладающей численностью татар. Соответственно, в этих районах велика и численность детей татарской национальности. Однако сколько из них сегодня изучает родной татарский язык? Эти цифры были озвучены представителем Министерства образования Республики Башкортостан во время съезда татар Башкортостана в 2022 году. В Белебеевском районе сегодня проживает 2700 детей татар, но татарский родной язык изучает чуть больше 300 человек. Аналогичная ситуация и в Кармаскалинском районе. В Дюртюлинском районе из 5000 человек родной татарский изучает меньше половины. В Туймазинском районе из 7000 всего 4000. В Иглинском районе всего 110 человек, а в Мелеузовском 187 детей, изучающих татарский язык. И это на весь район. В самой Уфе проживает 44 тысячи детей татарской национальности. Это огромная численность. Но родной татарский язык в школе преподается только 10% учеников. Даже если 7, даже если 9, но независимо от количества, мы предоставляем право изучения родного языка. Допустим, у нас изучали латышский язык, белорусский язык изучается, украинский. Кстати, мы единственный субъект, где в качестве родного языка есть изучение украинского языка в 2 школах. Почему же тогда родной татарский язык изучает всего 26% детей? От родного языка отказываются целыми деревнями. Как уже говорится, сегодня вот не зря же мы говорим, что мы должны работать именно на то, чтобы родители, и, конечно, не только родители, но и общественные организации работали на то, чтобы сохранить родной язык. Как сказал бы великий Тукай, горьким вышел этот стих, горечь сердца вбирая, хоть где-то спящие страсти и прорвались на свет. И все же, каким бы критичным в своих стихах Тукай не был, он всегда оставлял своему народу надежду. Если бы не так, то тогда бы вряд ли он сказал, что есть еще благодать небес, которая должна помочь расправить наши крылья. Эльзира Юзаева, Иринас Васиков. 7 дней. К другим темам. Мы дождались сухой весны, а это значит, что на дорогу выехали любители двухколесного транспорта. И если для велосипедистов порой предусматривают отдельные велодорожки, то мотоциклисты едут наравне со всеми. Весной, когда сцепление шин с дорогой хорошее, наступает еще и момент излишней самоуверенности. В России ежегодно фиксируется свыше 12 тысяч аварий с участием водителей двухколесного транспорта. За прошлый год в столице Татарстана произошло 43 ДТП с участием мотоциклистов. В 2021 году было 63 аварии. При этом выросло количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Если в 2021 году погибли 3 человека, то в 2022 – 4. И в половине ДТП они виноваты сами. Автомобилисты также не всегда воспринимают байкеров как полноценных участников движения. Статистика профессионалов-инструкторов тоже неутешительная. Почти 75% байкеров не умеют экстренно тормозить. Около 80% не знают, как удержаться на мокром асфальте. Больше 85% не умеют поворачивать. Поэтому опытные мотоциклисты рекомендуют всем байкерам в начале мотосезона освежить свои навыки и быть внимательнее. Автомобилисты же за зиму тоже отвыкли от мотоциклов на дорогах, а тем временем госавтоинспекция Татарстана уже выехала на улицы республики на патрульных мотоциклах и ловит нарушителей не только среди байкеров. Говорят, попытки скрыться от такого патруля ДПС всегда безуспешны. А случаи бывают разные. Репортаж Диляры Юсуповой. Вольно. По постам несения службы. Разойдись. Лишь приказ командира и крики «Вольно!» выдают. Перед нами не просто мотоциклисты и даже не спортсмены. Все это лишь стандартное начало дня стандартного патруля ДПС. День с патрульным мотоотрядом. Мы думали, это просто, ведь мы на автомобиле, но в плотном потоке магистрали мы теряем экипаж за секунду.
Уровень шума превышает нормативы, установленные государственными стандартами. Будет составлен административный материал. А они уже здесь. Никаких нарушений на байках и даже нестандартная авария. Бытует мнение, что мотобатальон создан для того, чтобы следить исключительно за мотоциклистами. Это неправда. Инспектор ГИБДД выполняет все свои функции, независимо от того, сидит ли он в машине, на мотоцикле или вообще находится на стационарном посту. А мы едем дальше. Хоть спектр задач у мотобата и широк, весной и летом по большей части приходится следить за тем, чтобы гражданские мотоциклисты соблюдали правила и скоростной режим. Самые распространенные нарушения, конечно, превышение скорости и езда без номеров. Зачастую они не имеют категории на управление транспортным средством, не имеют вообще водительских прав на управление мотоциклами и не имеют страховые полиса. Принято считать мотоцикл на дороге повышенная опасность. Стереотип о байкерах в косухах и лихачах, кстати, стереотип не всегда. Правда, относится это скорее не к байкерам, а к обычным безответственным водителям. Прошлое воскресенье, вечерний час пик. Казань. Свободная широкая полоса, но мотоциклист умудряется въехать в автомобиль, не успев съехать к краю проезжей части, как это было запланировано заранее. Естественно, на большой скорости. На сегодняшний день, так скажем, уже зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 21 человек. Таких отчаянных все меньше, говорят в ГИБДД. Но нарушения не всегда значительные, но есть. В основном преследование длится не более 5 километров. Этого вполне хватает, чтобы остудить пыл нарушителя и призвать его к ответу. Слишком громкий мотоцикл. Говорят, изменения в конструкции. Поменяли глушитель. На более громкий. Вот и все. А вы купили таким, да? Его? Да, мы его взяли таким. Будем исправлять теперь уже. Хорошим мотоциклистом все равно будет двигаться со скоростью движения общего потока. Обязательно шлем, перчатки, одежда с защитой. Вот. И главное, чтобы каждый мотоциклист должен приучить себя к этому. А привыкают далеко не все. Это то, что называется правильный мотоциклист. Экипировка хоть и не обязательно по правилам дорожного движения, все же желательно. Казалось бы, достаточно шлема. Но и мы всех просто даже не то чтобы рекомендуем, а просто обязываем не останавливаться просто на приобретении шлема, а все-таки именно иметь полноценную защиту тела. Ну, главным атрибутом у нас защиты нашей головы это как раз-таки является шлем. Вот, и давайте мы его оденем. Держим лямочки большими пальцами. Попробуем поучиться, да? Да, сейчас я вас познакомлю с вашим инструктором. Вот, он подъедет к нам, и мы немножко расскажем вам то, как управлять мотоциклом. Вопрос от незнакомого человека «у тебя сколько кубиков?» здесь никого не удивит. Объем двигателя – важная характеристика и мотоцикла, и его хозяина. Но это не имеет значения, если ты не знаешь даже теории. К слову, местные байкеры советуют освежать знания не только новичкам, но и бывалым. Это обязательно перед началом каждого мотосезона. Мы подшагиваем к нему, перекидываем согнутую ногу в колени, выпрямляем мотоцикл, убираем подножку. Все, мотоцикл в нашей власти. Ручка газа имеет возврат. Но при открытии газа мы газ не бросаем. Мы его провожаем обратно. Поворачиваем ключ в замке зажигания, нажимаем сцепление, кратковременно нажимаем кнопку старта. Да, этого достаточно. Мы не можем показать вам все занятие, но краткая теория длилась минут 40, прежде чем мне разрешили двинуться с места. Ну, как двинуться? Скорее ползти в сопровождении инструктора. Ну, сбиваем замочку. Уходим левее. Очень резко, не так резко. Вполне. Что я могу сказать? Но очень сложно. Когда самой. На дороге у байкеров нет разделений. Едешь на двух колесах, значит свой. Частое явление ехать в одной полосе с автомобилем. Формально это не нарушение, но все же небезопасно. А вообще это противостояние на дороге мотоцикла и автомобиля – вечная классика. Надо просто прогнозировать дорожную ситуацию.
То есть видеть то, кто как едет. Если едет человек, который неадекватно себя ведет, то от него лучше держаться подальше. Это железное правило «дай дураку дорогу». Мотоцикл – транспорт повышенного риска, которым нужно уметь управлять. И надо постоянно свои навыки повышать. Официально мотосезон еще не стартовал, он начнется 9 мая. При всех очевидных минусах, связанных в первую очередь с личным комфортом, у мотоцикла есть ряд неоспоримых преимуществ. Бесплатная парковка, движение без пробок. Причем байкеров, состоявшихся и состоятельных, бешеной скорости уже не так волнуют. От мотоциклов они ждут других ощущений. Свободы. То, что невозможно оценить ни в каких единицах измерения. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней. Жизнь не кино, второго дубля не будет, истина которой не нуждается в подтверждении. Но при самых сложных обстоятельствах возможен перемонтаж. Так считают в «Доброй Казани», говоря о том, что если в трудной жизненной ситуации и начнешь жизнь с белого листа, то поменять собственный сценарий вполне реально. Это некоммерческая организация, которая уже объединила множество людей и неравнодушных, и деятельных, которые готовы протянуть руку помощи нуждающимся, детям с особенностями развития, мамам, всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. «Добрая Казань» стала центром, где концентрируются и ответы на запросы общества, и рождаются новые проекты. От благотворительных акций до путевки в жизнь. Из самого сердца «Доброй Казани» Татьяна Тимошенко. Эти двери как вход в мир идеальных отношений в обществе, где каждого встречают улыбкой и чашкой кофе. Мне нравится барист, профессия. Почему? Потому что много людей приходит, и все кофе хотят. Артем бариста особенно, он не только работает в штаб-квартире «Доброй Казани», он подросток, скорее выросший и получивший профессию благодаря ее некоммерческим проектам. Мечтает обрести еще одну, как сейчас говорят, компетенцию, но пока готовится к республиканскому этапу соревнований по профмастерству. Когда возникают вопросы, с которыми не справляются наши кадровые центры, то мы всегда оказываем помощь, поддержку. И основное наше направление сегодня, и основная наша цель – это стремление к цивилизованному, инклюзивному рынку труда, к рынку труда равных возможностей. Артем, привет! Еще одна Светлана называет этот проект общим домом. Домом, откуда могут начать свой путь дети с таким заболеванием, как аутизм. Таких деток особенных очень много. И важно нам сейчас всем объединиться для того, чтобы плотно поработать и создать для них систему непрерывной помощи, начиная от рождения и заканчивая взрослой жизнью, чем мы, собственно, и занимаемся. Большинство проектов, да, так и начиналась «Добрая Казань» по работе с людьми с ограниченными возможностями. Инклюзия, процесс включения в жизнь социума здесь воплощена в жизнь. Место волонтеров в колл-центре заняли штатные сотрудники. Здравствуйте, «Добрая Казань», слушаю вас. Михаил приехал в Казань несколько лет назад из Приморья. Здесь женился. Сейчас работает в «Доброй Казани». Быстро найти ответ помогает голосовой помощник. В день принимать приходится около 20 звонков. На днях звонила девушка, просила помочь с ремонтом стиральной машины. У нее сломалась стиральная машина. Жена мобилизованного. Много звонят по гуманитарной помощи. Куда приносить, что приносить. В Казани очень здорово на самом деле. И в том числе в плане людей. Очень люди отзывчивые, очень подходят, часто спрашивают, помогают, предлагают помощь. Это пространство открыли полгода назад с участием Раисы Республики. Сам проект реализуется по инициативе мэра Казани как один из 12 приоритетов развития города. Тогда само НКО переехало из офиса размером всего 8 квадратных метров сразу на 500 современного офиса. Планировали, что общую крышу обретут 100 некоммерческих организаций, но план за полгода уже перевыполнен. Сейчас в некоммерческом объединении 112 резидентов. Благодаря «Доброй Казани» запустили проект по медосмотру для мам особенных детей, у которых нет на себя никогда время.
Благотворительный фонд «Аль-Пари» работает уже 17 лет. Помощь направлена на мам, бабушек, в одиночку воспитывающих детей-инвалидов. И за эти годы сложилось целое сообщество, где каждый вносит свой вклад по силам и возможности. Мастер-классы для детей, распределение сборов в торговых центрах для детей, бьюти-процедуры для мам и маленький выходной, хотя бы в виде горячего готового обеда. Многие сами включаются в работу. Марина – одна из самых известных волонтеров Казани. Когда-то, потеряв здоровье, она пришла в Аль-Пари, не усидев дома и предложив свою помощь, а в ответ получила поддержку фонда. Сейчас у нее самой несколько проектов. И я привлекаю ребят из проблемных семей в волонтерскую деятельность. Есть те, которые действительно заинтересовываются и видят те возможности, которые дает вам волонтерство. Это и путешествия, и образование. Добрым быть просто. В этой фразе не слышен знак вопроса или восклицания. Здесь слышно утверждение без всяких сомнений. Стать тем помогатором для фондов, которые смогут именно дать какие-то инструменты для того, чтобы благотворительность развивать дальше. И вторая история, это очень бы хотелось, чтобы люди с инвалидностью, которые добились в жизни, да, чтобы они тоже на нашей территории проводили уроки доброты, приезжали, рассказывали, кто они, что они. Вы выгораете лично? Ну, конечно, я человек, конечно, выгораю, да. Но у меня есть один очень классный метод, эффективный. Меня научили, что если устаешь, нужно заняться тем, чем никогда не занимался. И я в свое время входила на стройку и кирпичи клала, потому что я этим никогда не работаю. Ну, вот так вот я расслаблялась в свое время. Вот. То есть можно дать совет казанцам, кто выгорел у себя на работе в офисе, прийти к вам и стать волонтером? Да, если кто-то строитель выгорел, можно прийти к нам и попробовать себя у нас. Да. И тогда, возможно, Казань сможет гордо назвать себя еще и столицей благотворительности. Татьяна Тимошенко, Дмитрий Шлемин, 7 дней. И на этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Май вот-вот распахнет свои двери и начнет радовать нас теплой солнечной погодой. Но какой же будет первая его неделя, узнаем прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана в понедельник будет тепло, но облачно, днем до 21 тепла. Во вторник станет прохладнее, в дневные часы всего плюс 16, но без осадков. В среду ночью плюс 8, днем потеплеет до 21 градуса со знаком плюс. В четверг прояснится, осадки не ожидаются. Днем около 19 градусов выше 0. В пятницу и субботу будет прохладно, но солнечно. Максимальная температура воздуха днем до плюс 16. В воскресенье станет чуть теплее, ночью 7, днем до 19 градусов со знаком плюс. На юго-востоке Татарстана почти всю неделю будет теплая и комфортная погода. В первый день мая днем воздух прогреется до плюс 26. Во вторник ночью плюс 15, днем около 25 градусов тепла. В среду и четверг ночью около 12, днем максимум до 21. В пятницу ясно и без осадков. Днем около 19 градусов со знаком плюс. В выходные прохладно, ночью до 8, днем до 17 градусов выше 0. В центре республики неделя начнется с жаркой погоды. Днем воздух прогреется до плюс 28. Вероятность осадков минимальная. Во вторник и среду облачно и без осадков. Ночью до плюс 16, а днем около 21. В четверг днем температура понизится до плюс 19. К пятнице и субботе снова опустится до 17 градусов тепла. В воскресенье без осадков. Ночью 9, днем около плюс 19. На юго-западе Татарстана в понедельник будет ясно и без осадков. Ночью плюс 11, а днем до 21 градуса со знаком плюс. Во вторник днем похолодает. Ночные дневные температуры сравняются, ожидается до 13 градусов тепла. В среду и четверг ночью 9, днем до плюс 16, без осадков. В пятницу и субботу прохладно, днем плюс 14, в воскресенье ночью 8, днем до плюс 15. На северо-западе республики и в столице Татарстана в понедельник ночью местами дожди около 11 градусов выше 0. Днем облачно и около 23. Во вторник ночью дожди, местами сильные. Днем максимум 15 градусов тепла. В среду и четверг прояснится, ночью ожидается около 10 тепла, днем до плюс 18. В
В пятницу и субботу значительно похолодает. Максимальная температура днем составит 14 градусов тепла. В воскресенье ночь +7, днем около 16 градусов со знаком плюс. Встречаем канун лета, месяц май. Время первых гроз, обновления Земли и ее расцвета. Будет ли месяц удивлять нас погодными сюрпризами, покажет лишь время. А пока что радостно встречаем третий весенний месяц, и ведь лето совсем скоро. Этим мы завершаем наш выпуск. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!